посмотрим. Чай, чемодан, чебуреки, Чебуреки – это, пожалуй, то самое блюдо, без которого трудно представить Крым. Их можно попробовать и зимой, и летом, буквально на каждом шагу. Правда, не везде их умеют готовить правильно. Мы продолжаем вкусно путешествовать по Крыму, и в рамках нашего гастрономического тура сегодня учимся готовить крымско-татарские чебуреки. Говоря о чебуреках, сразу вспоминаешь Крым и крымских татар, и говоря о крымских татарах, вспоминаешь блюда, которые чаще всего встречаются в кухне, в домашней и бытовой крымских татар – это чебуреки. Вот мы сегодня с вами увидим, как готовятся крымско-татарские чебуреки. Я надеюсь, что они, поскольку рождены крымской землей и этим народом, то лучше их, наверное, не может готовить никто. А мы покажем и расскажем, как именно они готовятся. Их есть различные разновидности, и жизнь привнесла, скажем, современность в эти чебуреки, в их начинки. Крымско-татарская кухня имеет очень древнюю историю. Складываясь в течение многих веков, она сохранила свою самобытность до нашего времени. Взаимодействуя с национальными кухнями соседствующих народов, кухня крымских татар получилась весьма разнообразной. И, конечно, кроме соседей, на нее оказывали влияние и климат, и рельеф окружающей местности, и близость к морю. Крымско-татарская кухня очень сильно отличается по районам Крыма, потому что крымских татар формировали в разные исторические периоды разные группы народов и народностей, которые, в общем-то, оформляли свое какое-то видение кухни. И поскольку горы были своеобразным водоразделом, то внутреннее такое взаимоотношение по Крыму, оно было отдалено. Это, во-первых, а во-вторых, потому что Крым имеет различные климатические зоны. И поэтому, если говорить о степной крымско-татарской кухне, то это, пожалуй, мучная и мясная кухня. Это очень большое количество блюд, которые готовятся из теста с мясом. Это и чебуреки, это и сары-бурма, это тесто, которое растягивается на руках. Оно очень красиво, даже когда его исполняют. Это некий какой-то ритуал такой, где растягивают тесто на руках, прослаивают его маслом в несколько слоев и затем заворачивают туда различные варианты. Мясо, либо мясо с творогом, и это в большом количестве масла в духовке готовится. И пельмени, они у нас называются хашигаш в варианте с бульоном, и татараш в варианте, когда он идет без водички. Если брать южный берег Крыма, то это блюдо, это большое количество солений, которым славятся именно южнобережные татары, которые никогда степные татары не могут сделать так же искусно, как южнобережные татары. Соленья, помидоры, там всевозможные соленья. Если они делают татараш или пельмени, скажем, то они, если в степной части Крыма их поливают топленым маслом, то южнобережцы непременно посыпают их орехами толчеными, потому что они очень жирные, они придают такое своеобразие. Если они делают пельмешки маленькие, такие, что называется хашигаш, у них особо искусным считается их сделать совершенно крошечными, их там есть какое-то очень большое количество, в ложку должно умещаться, и поэтому определяли мастерство девушки, которая это готовила. Из блюд крымско-татарской кухни, которые проникли от соседей и остались слегка в измененном варианте, можно назвать пирог көбөте – одно из самых известных блюд, общих для почти всех крымских народов. Оно тоже очень различается по районам, как его готовят. В степной части его трактуют как коб-эт, много мяса или слишком много, потому что сколько бы ты ни поел, ты насыщаешься, его слишком много. А на южном берегу его готовят из своеобразного суфле с молоком. Оно совершенное. Они говорят, что это кубете от слова «пышный». А вот чабан-чебуреки – это исключительно крымско-татарское блюдо. То есть те чебуреки, которые готовятся на сухой сковороде, ибо чабаны, где-то, скажем, уходя со своей отары овец, не имели масла, и они готовили либо на горячем камне, либо на сухой сковороде. Они, скажем так, более диетические, более нежные. Помимо этого, сегодня в чебуреках встречается начинка с сыром, с грибами, с сыром и, допустим, с помидорами. И чубаны мы тоже готовим и с сыром, и с мясом, сыром в том числе.
сегодня будем готовить обычные чебуреки. Процесс этот несложный, но чтобы потом есть их согласно крымско-татарским традициям, нужно подготовить кисломолочные продукты нескольких видов. Вот мы, например, покупаем молоко, как оно выглядит, все вы знаете, и на основе этого молока заквашиваем хатых. Так издавна назывался кисломолочный продукт, который изготавливали в Крыму. Он очень, скажем, несколько похож на кефир, на мацони, которые готовят армяне, на нанели, которые готовят греки. Это живые бактерии, с которыми заквашивается молоко, и получается некий вот такой кисломолочный продукт. Из этого кисломолочного продукта, сцеживая вот таким образом, готовят сюзме хатах. Вот он такой погуще консистенции, да, и его готовят, и издревле его засаливали на зиму и продавали. Это, как бы, скажем, выжимки из этого продукта. И готовят язма, которую всегда подают и к чебурекам в том числе. Это кисломолочный продукт, который готовят на основе хатыха при помощи воды и которым запивают сытные, жирные, мучные, мясные блюда. Чебуреки могут быть с абсолютно разными начинками, но вот тесто – это элемент, который, если неправильно приготовить, все пойдет на смарку. В тесто мы добавляем солоноватую воду. В воду нужно добавить пол столовой ложки соли на килограмм муки и столовую ложку масла. Это мы должны смешать с тепленькой водичкой, чтобы соль растворилась. Затем муку мы отодвигаем руками, чтобы середка была пустая. Туда мы наливаем воду. Замешанное тесто минут на 40 отправляем в тепло. Делаем фарш. Где-то на 350, 150 грамм лука. Туда идет щепотка, чуть больше щепотки соли, щепотка перца и щепотка кинзы. Затем зелень. Настоявшееся тесто делим на части для каждого чебурека и раскатываем так тонко, как только можно. Нагреваем сковородку и наливаем туда столько масла, чтобы чебуреки могли плавать. Одна минута и... Чебуреки готовы, приятного аппетита! Сколько чебуреков не нажарила бы хозяйка в большой крымско-татарской семье, сметут все в один момент. Правда, у настоящей хозяйки чебуреки – это далеко не единственное блюдо в огромном списке рецептов. Всегда готовила женщина, у нее было очень много вещей, которые она должна была сделать. Это была чрезвычайно загруженная женщина, потому что надо было бы испечь хлеб для всей семьи. Для этого существовали особые печи, их называли очаг.
вот слово «очаг» русское, оно пошло, в общем-то, имеет вот точно от этого слова. Это очаг, где готовилась еда, и где непременно готовился хлеб, и женщина должна была смолоть муку, приготовить хлеб, заштопать или связать носки и так далее, и так далее. И заквасить вот эти кисломолочные продукты и подать их на стол. Я не помню ни одного воспоминания даже моего отца, вот ему сейчас 78 лет, где в воспоминаниях он бы говорил о том, что вдруг отец что-то приготовил. Это вообще исключено, потому что это была прерогатива женщины и только ее. Готовить и подавать. Сейчас, уже прожив там достаточно большое количество в Средней Азии, мы вобрали часть гастрономической культуры Средней Азии и вобрали в себя умение и видение того, что мужчина это делает, и многие татарские мужчины сейчас уже готовят. Вот плов, например, в Средней Азии готовил только мужчина. И сейчас у нас очень много семей, где мужчина может праздничные какие-то блюда приготовить. Но повседневную еду и до сегодняшнего дня готовят исключительно женщины. Современный застольный этикет у крымских татар несколько упростился со временем, но старинные традиции помнят и почитают до сих пор. Пытались исторически найти какие-то описания. Дело в том, что достаточно сложно найти фотографии или литографии, поскольку ислам запрещал изображение людей и животных, и мы можем в этом плане опираться лишь только на фотографии или литографии европейских и российских путешественников. А это нечто очень интимное, где собирается семья за столом, как правило, это большая семья, и где главную роль, конечно, в подаче всех этих блюд играет женщина. И желание угодить мужу, потому что это была центральная фигура всегда, и все посвящалось одному единственному. Я не могу вам сказать точно, но я уверена, это круг семьи, который собирался за столом, причем столы в Крыму были традиционно невысокими. Почему? Потому что считалось, что пище должно уделяться очень незначительное место. Где-то там внизу твои помыслы должны быть ближе к Всевышнему. И вот эта вот вторичность еды, она повторялась столиками, на которых эту еду подавали и накрывали. А эти столики тоже были разные в разных частях Крыма. Например, в степной части это были совсем низкие столики, которые легко можно было потом затем убрать и подвесить даже на какой-то крючок, чтобы все остальное оставалось лаконичным, очень простым и очень хорошо убираемой. Поверхности все должны были. Потому что если взять нашу культуру крымско-татарскую, то и взять бы, допустим, Европу и Японию, мы гораздо ближе к Японии, потому что у нас очень все сдержанно, да? Очень все просто и очень все лаконично. Вот уже. И, конечно, как и любой восточный народ, в татарской семье с особенным почтением относятся к гостям. Мы чрезвычайно гостеприимны, потому что считалось, что человек, который приходит в гости, он дарован Богом. И чувство собственного достоинства было достаточно высоко. Вот вы, наверное, заметили, или, может быть, будете наблюдать, если попадете в крымско-татарскую семью, как вы только приходите, вам подают кофе. Хотя, казалось бы, это такой десертный напиток, который должен подаваться после еды. Почему? Потому что очень стыдно было казаться бедным. И самое дорогое, что было, подавали гостям. А кофе всегда в Крыму был чрезвычайно дорог, он привозился из Турции или еще откуда-то. Были какие-то дополнители, заменители кофе. Но первое, что подавали кофе, показав, что все самое дорогое, что у меня есть, я вам подаю. А отец мой рассказывал, что в годы Великой Отечественной войны за килограмм кофе давали пуд топленого масла. Но он непременно должен был присутствовать в доме, показывая определенный достаток. Вот у нас есть такая поговорка в переводе на русский, она бы звучала следующим образом. Не подай ложку, а подай бровь. И если бровь твоя будет изогнута в каком-то недоброжелательстве или в плохом настроении, то уже мало кого будет интересовать, что будет подано в ложке и что вам подадут на стол. То есть первое, что подавалось, это подавалось доброжелательной улыбкой и желание принять гостей. А к этому, соответственно, блюда, которые подавались, в общем, дополняли вот эту доброжелательность. Берегите Крым, и он откроет вам еще не один свой кулинарный секрет.